Работы по строительству начались еще в августе прошлого года. Возведением занимается подрядная фирма «Домстрой». Уже приблизились к финишной прямой. На данный момент ведутся работы по водоснабжению. По внутренней отделке устанавливается металлическая ограда, оборудуются спортивные и игровые площадки. В качестве финальных штрихов будет озеленение школы и благоустройство внешней территории. Навесной потолок полностью истебаллат, еще ангушный пар плитки истеяқызлат. Так, я варачи, пищеблоки, так, пищеблоки, ерги, столовые комнаты, полностью. А где варачи, спортзале, актовый зал на втором этаже, а на третьем этаже полностью компьютерный зал житха. К июлю строительство 9-й школы по улице Горная будет завершено. Трехэтажное здание, возводимое по нацпроекту образования, рассчитано на 420 мест. Есть подвальные помещения, площадь застройки больше 2 гектаров. Так идут активные работы по строительству новой школы. Тут будут проводиться уроки, концерты, спортивные мероприятия, которые сделают жизнь учеников ярче и насыщеннее. Для максимально комфортного обучения новая школа будет оснащена по последнему слову техники. Главная цель этого проекта – дать возможность удобно добираться тем жителям села, для которых нынешние школы находятся далеко от дома. Это очень удобно и доступно тем жителям, которые живут именно на этой стороне села. Качество строительства школьного объекта, как отмечает Иса Измурзиев, имеет огромное значение для безопасности, удобства и долговечности сооружения. Это ключевой аспект при возведении учебного заведения. Работа по строительству будущей школы идет точно по графику. Дизайн согласно единому проекту. Директор школы приходит, они по-своему, там каждый по-своему хочет. Но это уже после того, как мы сдадим дизайн, если надо, кто-то там отдельный вопрос уже. Так мы в срок мы должны закончить все как по проекту. Всего за время реализации национального проекта образования в стране открыто более 1200 новых школ. До конца года будет построено более 1300 школ. Строительство новых образовательных учреждений позволило решить важнейшую задачу и уйти от трехсменного обучения в школах. Далила Вильхиева, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.